Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Национальная библиотека Чувашской Республики. У нас сегодня очень важное мероприятие. Мы собрались на онлайн-практику «Туристические литературные маршруты. Методика разработки и проведения». Экспертом выступает заместитель директора ООО «Ясно», гид-экскурсовод Елена Гермогеновна Клементьева. Она у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы знаете, в прошлом году Национальная библиотека Чувашской Республики на грант главы Чувашской Республики реализовала проект «Литературные маршруты Чувашии», одним из направлений которого стало проведение республиканского конкурса «Лучший литературный экскурсионный маршрут». Библиотечные, музейные специалисты, учителя разработали экскурсионные маршруты по литературным местам Чувашии. Их рассмотрела комиссия, в состав которой как раз-таки входила Елена Гермогеновна, и сделала определенные выводы в том, что это все-таки новое, неизученное для нас направление и вызывает определенные сложности. И поэтому мы решили организовать для вас обучающие занятия по разработке туристических маршрутов и пригласили Елену Гермогеновну. А теперь предоставляем ей слово. Здравствуйте, дорогие мои. Мы уже с вами не первый раз встречаемся. Это уже вторая лекция на тему, как планировать турмаршруты. Поэтому ту информацию, которую мы давали в первый раз, это было осенью, я сейчас повторять не буду. Сейчас мы с вами уже маршруты написали, уже подвели итоги. Какие это были итоги, я тоже анализ вам выдавала, но сегодня особо хочу акцентировать внимание на экскурсии, поскольку вы будете именно экскурсионной деятельностью заниматься, не турами, да, например, как тур выходного дня. У вас будут экскурсии, связанные с библиотечной деятельностью. Но поскольку вы не профильные все-таки в экскурсоведении, поэтому необходимо вот такое обучение еще дополнительное, и оно поможет вам правильно, грамотно сформировать экскурсию. Дело в том, что в экскурсионной деятельности, так же, как и в любой деятельности, есть две составляющие – это форма и содержание. И вот эту форму, по каким критериям оценки качества нужно оценить форму проведения экскурсии, по каким критериям оценки качества оценить содержание экскурсии. Вот сегодня задача теоретической части у нас такая. Практику мы с вами рассмотрим на примере тропа притяжения Мариинский посад. Ну, мы ездили по этой тропе, у нас была специальная экскурсия, благодарим Мариинский посад за нее. И есть еще у нас две экскурсии, связанные с Михаилом Сеспелем и с Геннадием Майги. Ну, в общем, сколько успеем, столько успеем, постараемся побыстрее. Если будут у вас вопросы, то я прошу в чат сразу их писать, я слежу за чатом и параллельно, может быть, уже на вопросы тоже буду отвечать. Итак, значит, мы начинаем нашу работу с теоретической части. Хотелось бы посвятить вас немножко в тенденции, как развивается экскурсионная деятельность на современном этапе, чтобы вы понимали, в какую вообще реку вы влезаете. Занимаюсь экскурсиями. Сейчас я пересяду за компьютер, а вы будете смотреть слайды, я немножечко буду их комментировать. Вот, давайте мы с вами задумаемся. Вижу. Задумаемся, за что платят нам туристы. Ну, туристы, наверное, не очень корректное слово в отношении нас, потому что мы все-таки работаем не с туристами, мы работаем с экскурсантами. Чем отличается турист от экскурсанта? Мы с вами уже говорили, я просто напомню. Экскурсант тот, который путешествует до 24 часов в сутки, то есть... А второй турист более 24 часов в сутки, это по ГОСТу. Итак, за что платят нам люди, которые приходят... Уберите вот эту штуку. Давайте подумаем и...
наши коллеги, которые сейчас находятся здесь у нас в зале, давайте тоже будем думать и активно работать. Так что задаем тон всем. Давайте ответим на этот вопрос. За что будут платить нам туристы? Так, любая экскурсия, она платная, правда? Человек платит деньги. Вопрос, за что? Какие есть варианты ответов? Включите микрофоны, да, говорите. Правильно. За удовольствие, да, еще за что? За знания, еще за что? За новые знания, Эмоции. Да? За эмоции, впечатления. Действительно, турист платит за одно слово, запомните, за впечатление. И если мы своей экскурсией это впечатление создаем, то эта экскурсия будет всерьез и надолго, она запомнится надолго. А если мы впечатление в ходе всех наших методик, там, содержаний, знаний не создаем ему определенное впечатление, то значит мы работали впустую. Вот это вот запомните, самый главный закон экскурсии – создать впечатление. Именно за это платит нам турист. Давайте дальше. Это так вот немножечко так, введение в профессию. Да? Из чего складывается впечатление? Давайте посмотрим. Из того, где он проживает, из того, что он кушает, из того, что говорят гиды, из того, какие памятники он смотрит, да, новые, имеющиеся, старые, которые знал, какую-то новую информацию, из того, что предоставляют нам сувениры, да, вот народные промыслы, здесь вот чувашскую вышивку мы поместили, из того, на каком транспорте он едет на экскурсию, там на теплоходе, на автобусе, какой автобус, чистый, нечистый и все остальное. Все вот эти мелочи, вот все эти стороны, они создают нам одно слово, которое называется экскурсия. Вот именно из этих сторон складывается наше впечатление. И мелочей в этом смысле не бывает. Нужно контролировать практически каждый мелкий момент. Вплоть до того, что в горшке, из которого, ну, в горшке, допустим, жаркое, если подают, как подают, что подают, какой официант подает, что у него там с корректностью, как он обращается к туристам. В общем, мелочей в нашем деле нет. И почему, мы тоже ответим на этот вопрос сегодня. Дальше двигаемся. Вот смотрите, в организации сферы туризма самую главную роль играет, конечно, туроператор. Кто такой туроператор? Это тот, который моделирует вот эти турпакеты. Вот вы сейчас, моделируя литературный маршрут, в принципе, стали туроператорами на один день, на два, у кого как получилось, но вы, в принципе, занимались вот этим моделированием. Но для того, чтобы моделировать, туроператор имеет определенные рычаги. Давайте вспомним. Это объекты размещения, но в нашем случае у нас однодневный тур, нам размещение не нужно было в литературных маршрутах. Объекты питания кормить надо было, потому что у некоторых маршруты были 6 часов, 4 часа. За это время человек хочет есть, нужно посмотреть, что там на маршруте, где можно накормить людей. Теперь транспортные предприятия обязательно, поскольку у нас автобусно-пешеходные экскурсии. Объекты показа. Какие это объекты показа? Музеи, выставки, усадьбы, заповедники и так далее. Это все нужно тоже было описать. Развлекательные комплексы, поскольку кроме как информации хочется человеку иметь свободное время, и на что он потратит это свободное время, где какие возможности дополнительные есть, сколько они стоят, это тоже дополнительный комплект к нашему туру. И обслуживающий персонал. Кто это? Экскурсоводы, сопровождающие, аниматоры, фольклорный ансамбль или еще что-то. То есть дополнительно к основному гиду-экскурсоводу есть люди вспомогательного характера, которые позволяют нам это впечатление улучшить, углубить. Ну и, конечно же, туроператор с кем он сотрудничает? С турагентами, с турагентствами. Также турагентство это не обязательно может быть юридическое лицо, это может быть и самозанятый гражданин, это может быть и физическое лицо. Вот, тот, который вот эти туры предлагает на рынке. Ну и, конечно же, побеждают только те туры, которые способны создать впечатление. Ну вот. Угу. Так, мои дорогие, тут нам технические специалисты сказали, что не все у вас там отображается. Сейчас были неполадки, видимо, сейчас они уже... Да, сейчас мы их исправим.
Продолжаем дальше. Ну, видимо, технически у нас так и не получилось. Я думаю, вы меня слышите хорошо и будете прислушиваться к моему голосу, если что-то даже не увидите. Так, теперь, как-то он теперь мне тут сделал. Куда нажимать теперь, я не знаю. Наверное, Enter. Нет. А как дальше? Не идет следующий слайд теперь. Что он тут сделал? И ушел. Сообразить же надо, да. Все, с кнопочками разобрались, двигаемся дальше. Итак, мы с вами начнем с основных тенденций, которые действуют в экскурсионной работе. Первое – это, конечно, стандартизация. То есть мы должны очень четко прописывать все документы по экскурсии для того, чтобы предусмотреть все мелочи. То есть это правила, характеристики, которые позволяют нам оказывать услуги. Стандартизация транспорта, стандартизация гостиниц, средств проживания, питание с точки зрения ХАСПа, то есть международного стандарта пищевого, стандартизация услуг, стандартизация гидов, то есть вот каждый элемент нашей экскурсии подлежит определенным стандартам. Они описаны у нас в ГОСТах. Перечень ГОСТов я вам тоже вышлю. Будет небольшая рассылка по итогам нашего семинара. Что входит в рассылку, сейчас тоже посмотрим. Дальше. Так вот, какие стандарты у нас? У нас есть стандарты, связанные с услугами. Это туристический маршрут стандартизируем, услуги размещения и так далее, питание, трансферы, экскурсионные, услуги организации досуга, дополнительные услуги, все подлежит стандартизации. Это вот тенденция нашего сегодняшнего дня, это уже даже не сегодняшнего и вчерашнего. Раньше была добровольная стандартизация, сейчас это уже обязательная вещь. Особенно по стандартизации работы гидов-экскурсоводов вот в этом году обязательно с точки зрения экскурсовода, не с точки зрения экскурсовода, а с точки зрения законов, действующих в сфере туризма, экскурсовод обязан пройти аттестацию, обязан пройти обучение до аттестации, потом получить сертификат соответствия занимаемой должности, и вот этот сертификат дальше позволяет ему работать. Гиды-экскурсоводы, не имеющие этого сертификата, со следующего года не имеют права заниматься этой деятельностью. Поэтому в этом году тот, кто хочет проводить экскурсии, сразу говорю, стандарт актуальный, действующий на этот год, нужно пройти повышение квалификации по экскурсионной деятельности, сдать аттестацию. У нас есть в республике аттестационная комиссия из представителей туроператоров и турсообщества. Ну и потом уже спокойно заниматься экскурсионной деятельностью в качестве гида-экскурсовода. Так, что тут у нас опять, Саша? Дальше. Ой. Угу. Давайте сделаем так. Мы сейчас вообще на технический момент обращать не будем, иначе это будет время долгое. Если вы что-то не видите, в любом случае к вам дойдет моя слайдовая презентация, вы посмотрите ее и детально все эти моменты увидите. Вот здесь, спасибо большое. Вот здесь вот вот здесь написано, дай мне что-нибудь. Вот здесь вот на этом слайде есть выдержки из тех ГОСТов, которые действуют в сфере туруслуг. Туристические услуги, общие требования, проектирование туристского маршрута, экскурсионные услуги и так далее. Эти ГОСТы как раз ложатся в основу стандартизации. Когда нас проверяют экспертный орган по соответствию современным требованиям, действующим в сфере туризма, они ориентируются на эти ГОСТы. Эти ГОСТы можно заказать в справочно-правовых системах, вы можете спокойно их почитать, если действительно занимаетесь всерьез экскурсионной деятельностью.
Следующий слайд давайте покажу примеры стандартизации. Вот, например, когда мы стандартизируем качество автомобильных дорог, вот как ездили мы в Марпасад, дорога была совершенно никакая. Мы на что смотрим? Мы смотрим обеспечение транспортно-эксплуатационного качества автомобильных дорог, виды дорожного покрытия. Это какие? Асфальтовые, щебеночные, гравийные, грунтовые, бетонно-цементные плиты. Ну, в общем, количество полос. Вот все вот только автомобильные дороги, стандартизация автомобильных дорог, по которым мы едем. Дальше, наличие туристских средств передвижения, автобусы, снегоходы, катера, вот все, что там есть, марка автобусов, лодок, катамаранов, вот все это нужно иметь в виду, поскольку есть определенные ГОСТы, особенно при различии, кого вы там сопровождаете. Если, например, вы сопровождаете детей, то на литературном маршруте своем, то автобус должен быть не старше 10 лет, то есть он должен быть достаточно молодой. Наш автопарк Чувашской Республики не всегда способен удовлетворить эту просьбу. Очень долго вот этот критерий закона имел мораторий на продление, то, что старше 10 лет автобусы могут сопровождать детей. Но сейчас, в настоящее время, мы стараемся вести на новых автобусах детей. Но вот в вашем литературном маршруте основная целевая аудитория – это либо глубоко изучающие тему литературную, научные работники, там взрослые, которые любят вообще поэзию, там, литературу. То есть люди, которые склонны оценить глубину литературного творчества, если взрослые. Ну и вторая целевая аудитория – это дети в рамках изучения биографии и творчества того или иного поэта. Или поэтов, да, например, если у вас этот маршрут затрагивает несколько авторов. Но если дети, поэтому здесь уже мы имеем очень большой ряд требований, и связанные с питанием, и связанные с транспортировкой, и связанные с полотном дорожного покрытия, и связанные с обеспечением безопасности детей и так далее. Очень много вот этих вот требований, которые нужно изначально закладывать в тур, если вы везете детей. Так, давайте дальше посмотрим. Наличие объектов размещения. Но это мы сейчас рассматривать не будем, чтобы вы имели в виду, если мы вдруг едем с детьми, то и плюс еще расселяем, то требования к объектам размещения тоже есть. Когда везем, в какое время везем, тоже есть. Это тоже нужно иметь в виду. Единственное, что для вас будет сейчас актуально, если вы работаете с классами, допустим, класс выезжает на литературный маршрут, то на 10 детей, обязательно запомните, на 10 детей один должен быть взрослый. И этот взрослый едет по этому маршруту как ответственный за детей, и он обслуживается бесплатно. То есть, если, допустим, у вас класс 30 человек, вы везете 30 человек, 3 взрослых едут бесплатно, на каждого по 10 человек. Вот. Дальше двигаемся. Наличие объектов питания. На пути должны быть места, где мы могли бы перекусить, правильно? Но перекусить не просто так, чтобы были бесплатные туалеты, раковины, чтобы были места организованного питания, бесплатное питание руководителей. Вот по схеме 10+1 работает, то есть этот человек обслуживается бесплатно и в питании в том числе, ответственный за детей. Вот. Ну и, конечно же, вот эти санитарные стоянки, зоны, это все необходимая вещь по ходу нашего маршрута. Теперь, если мы организовываем питание для детей, то те кафе и те рестораны, вообще все пункты общественного питания должны иметь стандарт ХАСП. ХАСП – это международный стандарт, пищевой стандарт, который позволяет нам открыть двери для молодого туриста. Вот. И при заключении договоров по организации питания с нашей тургруппой, обратите внимание на наличие вот этого стандарта ХАСП в этих пунктах питания. Дальше. Расположение объектов показа по маршруту. Ну вот по маршруту тоже есть определенные стандарты, критерии оценки качества. Объекты показа располагаются не далее 5-10 километров от объектов размещения, если вы размещаете, ну и так далее. Объекты показа располагаются не далее 10 километров, вот, наверное, это больше будет актуальнее. Если вы организовываете питание, то последний ваш туробъект должен быть не дальше 10 километров от столовой, где вы будете кормить детей. Вот. Теперь по
объектам питания мы с вами используем и рассказ, и показ как гиды-экскурсоводы, правда? Так вот, когда мы используем то или другое, есть определенные критерии качества, которые позволяют нам насытить содержанием. На 1 час экскурсоводческой деятельности нужно планировать 3-5 основных объектов. Ну и там дополнительные объекты, которые вы проезжаете мимо, и 2-3 предложения о них сказали. Но 3-5 основных объектов. Что такое основной объект в зависимости по сравнению с дополнительным объектом? Основной объект имеет 3 канала восприятия. Вижу, слышу, ощущаю. Вот это нужно запомнить, потому что это и психологическая особенность восприятия нашей экскурсии. Когда человек и видит, и слышит, и ощущает, то эту информацию он глубоко в душу закладывает. Поэтому при планировании экскурсионной работы для объектов основного показа, базового показа, нужно использовать все каналы восприятия. Вижу, слышу, ощущаю. 3-5 за 1 час. Если у вас экскурсия длится 3 часа, допустим, маршрут 3 часа, значит, умножаем не меньше сколько? 3 умножаем на 3 часа, не меньше 9 объектов показа должно быть, которые работают на каналах восприятия «вижу, слышу, ощущаю». Дальше, смотрите, стандарты квалификации персонала. Ну, я уже вам говорила, что все гиды-экскурсоводы мы должны быть аттестованными, и нам даются удостоверения на право ведения экскурсии. Вот сейчас у нас практически ежемесячно проходит аттестация гидов-экскурсоводов. До открытия турсезона в апреле месяце тоже в Чувашской республике будет проходить аттестация. Вот. Но имейте в виду, до середины лета нам необходимо вот эти аттестационные вещи уже завершить. Но для того, чтобы вы были допущены на аттестацию, нам нужно пройти повышение квалификации, профессиональное повышение квалификации, прослушать лекции, что такое экскурсионная деятельность, и только потом подать документы на аттестацию. То есть, если вы хотите заняться экскурсионной деятельностью, уже сейчас нужно срочно, обморочно записаться на курсы для того, чтобы до лета успеть получить аттестационную корочку. Понятно, да? Вот. Это квалификация персонала. Иначе вы не имеете права вообще проводить экскурсионную работу. Дальше двигаемся. Это вот я вам тенденция. Ну вот смотрите, стандартизация услуг питания. Что мы кушаем? Вот приблизительно вот так вот. Видите, тут шведский стол, тут индивидуальная возможность выбора. Есть как бы бизнес-ланчи, разные есть варианты. В зависимости от того, где вы кормите людей, там и будут определенные условия для потребления пищи. Ой. Да ладно уже, Саша, оставь, Господи. Давай дальше уже, не будем. Слайды получим и все. Где теперь нажимать следующий слайд? Кусочки же все равно видите от слайдов, правда? Вот. Теперь ХАСП – это основа стандартизации безопасности услуг питания. Я уже вам говорила, то есть каждое блюдо должно иметь определенные документы, согласованные с санэпидемстанцией. Это либо ТУ, там какие-то требования при приготовлении. Ну, я не специалист в этом ХАСПе. В любом случае, когда заключаем договора, смотрим, есть ли у пункта общественного питания вот этот ХАСП, основа стандартизации системы. Дальше. Стандартизация анимационных программ. Если мы включаем, а мы обязаны включать анимационные программы, потому что просто вижу и слышу, это экскурсии вчерашнего дня нужно обязательно ощущать. Испечь хлеб, выполнить какой-то мастер-класс, прочитать стихотворение, еще что-то. То есть есть определенные аниматоры, которые работают с нашими экскурсантами, и вот эти анимационные программы тоже должны быть стандартизированы. Дальше. Ну вот разные анимации, вот в колокол бьем, вот там что-то лепим, видите, тут разные, вышиваем, в печке что-то делаем, вот тут вот разные анимационные программы, театрализация, это все анимационные программы. Стандартизация интерактивных туристских программ целых, да. Ну, что такое программно? Сейчас туроператоры в основном уже вот тенденция дня занимаются программным туризмом. Что такое программный туризм? То есть мы создаем не только тур, мы создаем целую программу, как праздник вот, организуем. Вот. В этой программе есть определенные модули.
И причем эти модули, они варьируются по заявке туриста. Вот хочет он такой мастер-класс, выбрать какой-то, пожалуйста, 14 мастер-классов тебе. Хочет он гостевой прием, допустим, в нашем национальном стиле, пожалуйста. У нас есть фольклорный прием, у нас есть просто прием в национальной одежде, у нас еще такой, еще, у нас есть прием с дегустацией пива, у нас прием есть такой, сякой. То есть нам нужно каждый модуль варьировать в зависимости от потребностей наших заказчиков, то есть наших экскурсантов. Если, почему это нужно? То есть каждый модуль разрабатываем на разные категории граждан и на разный карман. Допустим, хочешь там прям прием такой, чтобы с песнями, с танцами, пожалуйста, заплати, допустим, 25 тысяч, ансамбль 25 человек приедет и споет и спляшет. То есть это вот такой элит-класса, да? Есть эконом-класса, просто в национальном одеянии гид-экскурсовод встречает гостей. Вот, пожалуйста, эконом-класса. И то есть нам нужно каждый модуль нашей программы моделировать как на разные категории граждан, поскольку туристы бывают разные, к нам приезжают разные люди, и когда они сами подключаются к моделированию своего собственного тура, то есть я говорю, вот это мне нужно, вот это он выбирает, вот это, и он как бусина набирает себе по своему карману, по своим потребностям, по своим интересам именно те модули, которые вы ему предлагаете, вот это будет наиболее удачный тур. Он уже заранее, заблаговременно проживает этот тур в тех описанных модулях, которые вы ему предоставили в качестве рекламного буклета. Вот. Ну и исходя из каждого модуля у нас выстраивается и ценовая политика. Модуль такой-то стоит столько, модуль такой-то стоит столько, мастер-класс стоит столько, и вот потихонечку набирается, в итоге у нас получается столько-то рублей на человека. Вот так моделируется программный продукт туроператорами. Я думаю, к этому вы тоже придете, если будете заниматься экскурсионной деятельностью. Дальше двигаемся. Примеры. Ну вот тут тоже примеры различных вариантов работ. Если экологический тур, но у вас не экологический, это тоже стандартизируется. Тоже. Вот они всякие разные. По реке сплавляемся, в горы идем, у костра сидим. Везде безопасность, везде стандартизация. Тропа должна быть сертифицирована. То есть вот все практически должно быть прописано и стандартизировано. Сфера транспортных услуг тоже, ну и так далее. То есть я к чему? Сейчас мы закончим эту слайдовую презентацию. Давайте мы покажем, что будет в рассылке. Саша. Так, ну вот мы сейчас открыли нашу рассылку. Давайте посмотрим, что здесь будет. Вот те слайды, которые мы сейчас с вами обсудили, называются PowerPoint презентации тенденции. Вот тенденции в развитии экскурсионной деятельности. Дальше. Для того, чтобы вы не искали очень много книг по экскурсионной деятельности, я вам подобрала, вот она будет в рассылке, книгу Данилова
Теория и практика экскурсионной деятельности, учебно-методическое пособие. Очень просто, доступно, без всякой воды. Что такое показ, что такое рассказ, как моделируется, как анализируется, на что обратить внимание, какие клиенты бывают, как с ними работать. В общем, все здесь написано. Небольшая книжечка, 50 листов, можно быстро прочитать и без воды, что самое главное. Все четко, тезисно, понятно. Вот здесь вот смотрим. Это так, на почитать на досуге. Дальше. Как это теперь у тебя обратно-то? Где? Ага. Теперь дальше. Стандарты обслуживания клиентов турфирмы. СТП, стандарт предприятия, это действующий живой стандарт турфирмы. Чтобы вы тоже понимали пример, как работают современные турфирмы, они как прописывают нашу работу. И состоит стандарт из нескольких направлений. Профессиональная квалификационная характеристика работников туристского бизнеса, квалификация групп клиентов турфирмы, стратегия обслуживания клиентов, формы стиля обслуживания клиентов, анимационное обслуживание туристов, что такое, формирование коммуникативных навыков персонала, что такое, качество обслуживания и способы его регулирования в туризме и профессиональная этика работников туристского бизнеса. Вот это тот же стандарт, посмотрите, это живой стандарт, действующий на конкретном предприятии, на конкретной турфирме, тоже нужно обратить внимание. Здесь очень просто, простыми словами тоже, ну, он небольшой, тоже можно почитать. Дальше, что будет еще в рассылке? В рассылке давайте тенденции посмотрели, вот с этой анкеты начнем. Это живая анкета нас, как туроператоров. Туроператор ясно. Ага. Вот нам поправили. Угу. Что такое анкета? Анкета, вот когда вы провели экскурсии, у нас есть анкета обратной связи. В принципе, она есть везде, у каждого туроператора. Мы даем старшему группы, руководителю группы оценить нашу работу. По каким критериям? Критерии оценки наших экскурсий, они продиктованы нашими ГОСТами. И вот эти критерии оценки, кстати, рекомендованы экспертной комиссией. Вот когда мы проходили сертификацию наших турмаршрутов, а также проходили сертификацию гидов и экскурсоводов, то наш эксперт по сертификации порекомендовал нам именно эту анкету. На нее прошу обратить особое внимание, потому что это есть те критерии оценки качества, по которым оценивается экскурсия. Итак, темы экскурсии программы, фамилия, имя, отчество экскурсовода, кто работал, участники, сколько человек было. Ну, инструкция по пятибалльной шкале, удобно, ничего писать не надо для туриста. Он просто обводит кружочком 1, 2, 3, 4, 5, как в школе, да? Ну и вот посмотрите направление оценки. Оценка содержания экскурсии. Что такое содержание? Соответствие поставленной цели, использование данных соответствующей отрасли науки, полнота раскрытия темы, подтем и основных вопросов, логические переходы между подтемами, умение подвести экскурсантов к необходимым выводам. Ну вот содержание экскурсии экскурсант в зависимости от этой характеристики ставит от единицы до 5. Дальше. Методика проведения и оценки, владение методическими приемами показа экскурсионного, презентация объекта показа, методика преподнесения материала соответствует возрастным особенностям группы туристов. Вот это очень важно, потому что то, что я скажу, допустим, для ребенка 3-4 класса в форме сказки, это я не могу говорить людям, профессорам, которых я сопровождаю. Профессорам я буду говорить уже совершенно по-другому, ту же самую мысль, но совершенно другими словами, правильно? Так вот, методика проведения, она как раз и трансформирует весь наш рассказ в зависимости от той целевой аудитории, с кем мы с вами работаем. Вот. Ну, естественно, показываем и рассказываем именно так, как удобно этой целевой аудитории. Здесь тоже ставим оценки 1, 2, 3, 4, 5. Третий срез, который мы смотрим, это рассказ экскурсовода. Культура речи экскурсовода, грамотность, точность, логичность, образность, эмоциональность, доходчивость речи, использование сравнений, пословиц, поговорок, стихов, цитат, широта этнографического материала, кругозор. Но для нас этнографического, поскольку я представляю интересы этнокомплекса «Ясно», у вас литературоведческого характера информации. Поэтому рассказ экскурсовода с грамотной речью обязательно. Вы знаете, наши экскурсанты настолько привыкают к нам, что даже получается так. В следующий раз они приезжают, они даже заказывают: дайте нам вот этого гида, потому что с ним очень хорошо. Он рассказывает так, что заслушаться можно. А некоторые экскурсанты говорят: вот зря мы от вас ушли, например, вот, да, что такое рассказ экскурсовода, насколько важно.
Зря вы от нас ушли, вот мы прям даже пожалели, потому что мы уснули к концу экскурсии. Почему? Потому что монотонный рассказ ни о чем, без эмоций, без сравнений, без пословиц, без включенности экскурсовода в предмет, который он ведет. Поэтому рассказ экскурсовода очень важен. Или, например, вот вы знаете, когда я оцениваю своих гидов и сама не могу слышать, допустим, попутную информацию в путевой экскурсии, я всегда своим водителям даю возможность оценить своего гида-экскурсовода. Вот, и он мне потом звонит и говорит, какую информацию и как он оценивает этого гида. Для меня вот любой момент важен, потому что водитель, что не водитель, что экскурсант, разницы нет. Если мы говорим, то мы говорим на аудиторию, и водитель в том числе. И если мне водитель говорит, ой, я ей поставлю 3 с минусом, и я начинаю спрашивать, почему, он говорит, вы знаете, так много слов-паразитов, он говорит, ну раз 100, наверное, сказал гид-экскурсовод и так далее, и тому подобное. Я понимаю, почему говорит гид-экскурсовод и так далее, и тому подобное. Потому что он просто не выучил текст, в голове у него нет мысли, что нужно говорить нашему туристу, и вот этой фразой, пока он там говорит и так далее, и тому подобное, мозг начинает смотреть, что же еще сказать, правильно? Вот, поэтому вот такие слова-паразиты. В экскурсии, вы знаете, это как песня, чтобы вы понимали. Вот начал песню, у песни есть начало, зачин, как у литературного произведения, экскурсии то же самое. Есть развитие действия, есть кульминация, есть завершение. И все должно выстрелить в десятку, эмоционально. Не просто так монотонная песня ни о чем. Поэтому здесь нужно прям себя дрессировать. Вот, другого слова не подберу, именно дрессировать. Убирать эти слова-паразиты. Зубрить экскурсию. Даже если вы 10 лет работаете в экскурсионной деятельности, например, как я все равно зубрю экскурсию каждую, все равно повторяю, все равно думаю, ага, кто ко мне сейчас едет? Едет сейчас профессура, так. А раз профессура едет, это VIP-группа, значит, я должна вот это повторить, еще вот это повторить. Та же самая экскурсия, которую 10 лет уже читаю, я все равно повторяю, потому что профессорско-преподавательский состав сопровождаю. Либо, ага, дети едут, 3 класс, сразу же настраиваюсь на 3 класс, то же самое, что и говорю. Так, сказка это, сказка та, а еще вот это, тут легенда та, а вот это так. Еще основные сюжеты чувашских сказок такие. И дети хорошо слушают, понимаете? То есть наш рассказ экскурсовода – это 100% успеха, понимаете? И поэтому мы должны быть как, ну как сказать, театр одного актера. Это очень сложно. 3 часа держать аудиторию там, в напряжении, в познавательной активности. Вы сами должны быть актеры 100% для того, чтобы аудитория под конец, когда прощалась с вами, говорит, ну просто вау, не город Чебоксары, а конфетка. Почему конфетка? Потому что вы лицо города, вы лицо библиотеки, вы лицо маршрута, вы лицо района. Каждое ваше слово – это лицо, бренд той территории, которую вы представляете. Поэтому вы должны быть аттестованными, лицо должно быть стандартизировано, лицо должно быть умное, грамотное, с хорошим рассказом, показом и техникой речи. Все. Доклад закончен. Пункт 4. Дальше что оценивают? Техника проведения, организация транспортного сопровождения, пешеходного сопровождения, расположение экскурсионной группы объектов, использование времени, умение выдержать необходимый темп движения экскурсионной группы на маршруте. Да? Работайте с пенсионером, быстро не побежите же, а детям и побегать хочется в парке, дайте возможность побегать, темп. Да? Контакт с группой, умение держать группу в поддержке интереса по ходу показа объекта, использование анимационных форм работы, соответственно, возрасту туристов. Что такое анимационные формы работы, соответственно, возрасту туристов? Ну, допустим, если это дети, то у меня тут оживет леший, который их встретит там в шалаше целебных трав. Вот анимационная форма, анимационная. Соответственно, возрасту. А если это исследовательского характера, например, то мы дадим уже специалиста, мастера, который изготавливает, допустим, какие-то древние чувашские музыкальные инструменты. И когда приезжает целый оркестр к нам, допустим, на тур «Волшебные поляны древних Чувашей», они от этого мастера отойти не могут, потому что они сами музыканты. И пока они не пощупают, не потрогают все эти инструменты, они не успокоятся, потому что в этом развивается их интерес. Ради этого они приехали. Поэтому техника проведения с точки зрения выбора анимационных форм, выбора группы, маршрута, хронометража, все имеет
место быть. Это тоже оценивает от единицы до 5. Дальше. Следующее, что оценивает, это я все говорю по условиям стандартизации наших маршрутов. Поэтому это берем для себя как отче наш. Дальше. Номер 5. Обеспечение комфортных условий безопасности. Что туда входит? Подача автобуса вовремя, вовремя. Работа микрофона. Микрофон трещит в автобусе, не трещит. Как он там? А если не микрофон, сейчас современные средства, аудиогиды, когда гид сидит впереди, а 2 автобуса за ним едет. То есть он вещает на 2 автобуса. Но для этого нужно, как мы говорим, гиды, ушки иметь. Одели наушники, одели ретранслятор. Ну и все слышно. Где бы ты ни был, гид спокойно разговаривает спокойным голосом. Все слышат его, поскольку в наушниках. Дальше. Отопление салона. Холодно, не холодно. Кондиционер есть? Нет. Видимость через окно есть? Нет. Работа водителя автобуса. Ворчит, не ворчит, пока едет. Или просто сопровождает. Чистота в салоне. Грязно в салоне. Санитарные гигиенические условия на объектах показа. Вы заходите в музей, а там уборщица тряпкой трясет. Ну, в общем, все вот эти вот мелочи, это все комфортные условия и безопасность. Вот. Это тоже оценивается под номером 5. Дальше. Это все основные виды услуг. Помните, мы с вами говорили, в час должно быть 3-5 основных объектов, туробъектов. Дальше есть и дополнительные виды услуг. Какие? Организация питания тоже, да, как покушали, вкусно, невкусно. Тут много как бы срезов в питании, но в целом без всяких вот расшифровок в скобочках. Ну, понравилось, не понравилось, от единицы до 5. Содержание организации, допустим, практического освоения материала – это мастер-класс какой-то. Вот мы обычно мастер-классы всегда включаем в свои туры, тоже 1-5. Ну и ваши предложения, пожелания. Вот анкета обратной связи обязательно должна содержать вот этот пункт, поскольку то, что не вошло от единицы до 6, может быть, что-то еще там внутри накипело, какие-то пожелания есть, пусть напишут, мы рассмотрим, это уже очень хорошо, когда пишут, правда? Бойтесь, когда вообще ничего не пишут. А пишут, значит, эмоционально были вовлечены, прекрасно. Итак, вот эта анкета для раскачки мозгов. Теперь давайте мы с вами перейдем к нашей базовой части. Наша базовая часть. Все это будет в рассылке, мои дорогие, не переживайте. Это все писать не надо. Это все вышлю. А вот сейчас перейдем к диктанту. Взяли ручки, взяли эти листочки или тетрадочки. Я сейчас перехожу на основное место работы. И мы с вами напишем диктант, что такое экскурсия с точки зрения содержания, основные базовые моменты, 4 среза, и что такое экскурсия с точки зрения формы, на что обратить внимание, а их 12 моментов. Итак, переходим, а потом по этим моментам 4 и 12 мы будем анализировать наши проекты. Это будет вторая часть, наше практическое закрепление, связанное с Марпасадом, связанное с Геннадием Айги и Михаилом Сеспелем. Итак, перехожу к вам поближе, чтобы вы меня видели. Пусть видят теперь уже. Все, вот теперь вы меня видите, слышите, и я вас рада видеть тоже. Так, взяли ручки, взяли тетрадки, пишем. Почему заставляю писать? Потому что работает моторная память. Да, конечно, онлайн вы получите рассылочку, да, конечно, вы почитаете на досуге, но когда вы запишете, вы положите себе вот сюда в подкорку, в подсознание практически. И давайте мы вот в эту подкорку положим первый наш срез, это называется содержание. Содержательная часть экскурсии. Итак, пишем содержательная часть экскурсии. Как она оценивается? 4 критерия мы сейчас с вами рассмотрим. Первый критерий, самый важный, и поэтому он и первый, называется одним словом гостеприимство. Гостеприимство. Гостеприимство – это наше профессиональное требование любого гида-экскурсовода, вообще любого, который работает в туризме и который является контактным персоналом с экскурсантами и туристами. Это профессиональные требования. То, что мы рады людям, то, что мы их ждем как своих родных,
как своих близких друзей, как гостей, как родственников близких, родных. Вот с этой установкой надо встречать любого туриста, и поэтому мы и здороваемся также. Салам серехак лаханазем, да, здравствуйте по-чувашски и по-русски, поскольку мы представляем территорию Чувашской республики. И на чувашском, и на русском языке должна. Почему на русском? Потому что не все понимают чувашский, понятно, в группе. Поэтому, ну, есть чисто чувашские группы. Я, кстати, с этим не встречалась, когда экскурсия идет только на чувашском языке. Возможно, у вас в ваших литературных маршрутах будут и чисто чувашские группы. Но я всегда работаю на русском языке с использованием чувашской речи, потому что я представитель этой земли. И если гид-экскурсовод не знает чувашского языка, но хотя бы не выучил 3-4 дежурные фразы, это не гид-экскурсовод той республики, которую он представляет. Итак, гостеприимство. Слагаемое гостеприимство – это уважение, любезность персонала. Ну и давайте прям конкретно слагаемое пропишем. Что туда входит в понятие гостеприимства? Качественная информация как местных, так и региональных возможностях отдыха. То есть вы рассказываете о своем маршруте, что необычного, уникального будет ждать на этом маршруте их, качественная информация о местных возможностях сегодняшнего отдыха вместе со мной, с гидом-экскурсоводом. Да? То есть вы максимально интересно должны напомнить им, на какой тур они идут, из чего слагается успех создания вот этого нашего впечатления о нашем туре. Дальше. Создание положительного образа. Тур местности, на которой вы работаете. Создание положительного образа тур местности, на которой работаете. Если вы не любите свой родной край, ну какой вы гид-экскурсовод? Какой положительный образ можно создать, если вы не любите свою республику, правильно? Тогда нужно, это не гид-экскурсовод. Поэтому положительный образ, он складывается из внутренней настроенности гида. И тем более, я уже вам говорила, что гид – это лицо республики. Даже если вы ведете литературную экскурсию, то вы обязаны знать основные моменты республиканского характера. Что такое Чувашская республика, ее состав национальный, численность, протяженность, ну какие-то основные моменты, сколько районов республики, ну основные моменты, которые характеризуют вас не просто как вот я знаю вот это литературный маршрут и все, но вы своим кругозором вот этот литературный маршрут можете вписать в структуру вообще Чувашской республики. Понимаете, вот это вот тоже очень важно. То есть у вас кругозор большой, на все вопросы вы можете ответить, складывается доверие экскурсоводу из этого. Поэтому положительный образ складывается не только к экскурсоводу, но и к республике. Вот это очень важно. Это и есть гостеприимство. Человек готов, открыт, на все вопросы способен ответить и по республике, и по конкретному маршруту. Дальше. Следующее. Нескрываемое стремление наше оказать туристу знак внимания. Все для клиента. Вот запомните вот это слово. Все для клиента. Знаки внимания. Если к вам подошел ребенок во время экскурсии, говорит, тетя Лена, хочу в туалет, сразу же откликнитесь. Нужно обязательно решить. А если вы не слышали, прошли, ну вот знаете, это уже не экскурсовод. То есть на любую просьбу, хоть маленькую, хоть большую, нужно всегда откликнуться. Дальше. Внимательное отношение к дополнительным требованиям туриста. Да, в туристской деятельности у нас есть железобетонный маршрут. От него мы отклоняться не должны. Но турист хочет зайти на ликероводочный завод. Да, внимательное отношение, говорим, проговариваем, но говорите, вы знаете, если мы зайдем, то мы не получим то-то, то-то, то-то. То есть с близкими далекими последствиями, положительными и отрицательными, чтобы турист понял, что вы его услышали, вы ему объяснили, что отклонение от маршрута невозможно корректно максимально, да, и он согласился, ладно, тогда в следующий раз или когда будет свободное время. То есть нужно ко всем просьбам туристов
да, относиться очень внимательно. Дальше. Забота. Следующее. Забота об облегчении ориентации туристов в получении услуг. Забота об облегчении ориентации туристов в получении услуг. Например, в конце экскурсии люди хотят зайти обычно в фирменные магазины. Но если гид-экскурсовод говорит, ну вот там вот за поворотом есть фирменный магазин, вот туда зайдите, там все есть. И не проводил до этого магазина. Это разве гид-экскурсовод? Конечно, не гид-экскурсовод. Поэтому нужно прям группу довести, объяснить. Вот здесь вот написано так, вот здесь будет вот здесь такая продукция. А вот в этом соседнем магазине дошла, довела прям до входа, а то и даже в магазин спустилась. Понимаете? И в магазин спустилась, и объяснила, что такое ликероводочный завод, заодно и рассказала. Есть у меня такие вот тоже такие дежурные модули, блоки маленькие. Если вдруг турист говорит, давайте с нами в магазин тоже зайдем, я о предприятии, о магазине, об ассортименте этого магазина должна быть способна рассказать нашему туристу. Даже если местный продавец там проглотил все слова и ничего сказать не может. Вот. Поэтому гид-экскурсовод в этом случае должен рассказать, и что такое шартан, и что такое бальзам парне, и что такое чебоксарский трикотаж, и все остальное, вот все фирменные магазины, и все, что там дополнительно, или сувенирные лавки, где какие сувенирные лавки, что можно приобрести, особенность народных промыслов Чувашской Республики. Все потихонечку, вот все двигаемся вместе с ним по его потребностям. Вот это тоже гостеприимство, друзья. Не просто так, зайди за угол, там магазин есть. Доведи, спустись, расскажи, покажи. Вот. И еще заставь продавца, чтобы грамотно обслужил клиента. Вот это и есть гид-экскурсовод. Это все гостеприимство. Еще гостеприимство, что относится, давайте пишем дальше. Большой модуль. Самый главный, да, качество, культура обслуживания. Качество, культура обслуживания. На эту тему я не буду говорить, уже говорила, правда? Дальше. Насыщенность программы. Насыщенность программы. То есть разноплановые формы работ, не только экскурсионный показ и рассказ, тут и анимация, тут и мастер-классы, тут и фольклор встретил, тут и фирменные магазины, тут и тур-прогулка, тут и просто знакомство с каким-то уникальным человеком. То есть тут это целая программа. То есть насыщенность программы. Дальше. Ненавязчивость сервиса. Не хочет человек сувенирную лавку, зачем ты его в город мастеров тащишь? Да. Можно предложить, но если не хотят, давайте вместе решим. Пойдем. Группа решает, идем. Но предложить ненавязчиво сервис нужно, потому что наши специалисты народных промыслов тоже ожидают от нас, от гидов-экскурсоводов, что они тоже заработают. Так, дальше. И такой ненавязчивый климат. Очень душевное отношение к туристу, да? Личностный интерес, с учетом личностных интересов туриста, вот это и есть наша грамотность, это наше качество работы. Еще что относится, да, вот в международном туризме стала практика, и мы сейчас это тоже, кстати, очень активно используем, открывать туристам следующие знаки внимания. Вот, оказываем такие знаки внимания. Например, встречаем с конфетками на заливе. Да, туристы вышли с теплохода, мы встречаем с конфетками, да, небольшой маленький сувенирчик, да, конфеты Аконт, там же и производство Аконт рядышком, магазин фирменный стоит, почему бы не угостить? Конечно, это тоже как сувенир каждому туристу, либо деловой сувенир, приехали там на семинар специалисты по какой-то теме, и вот маленькие там сувенирные образцы, интересующие продукты. Например, у нас в прошлом году собиралась компания Oriflame Приволжского федерального округа, и они вот такие сувенирчики от Oriflame, маленькие такие пробнички всем раздали, как хорошо, да, с лейблом «Были в Чебоксарах». Вот очень хорошо, прекрасно. Сувенирчик или... Если этого сувенирчика нет, то это может быть какие-то мелкие сувениры этнического характера, не знаю, там обычно либо рекламного характера, да, о туре, воспоминания о туре, линеечки, допустим, вот какие-то для детей, да, обычно на картонке, но в память о нашем туре. Вот такие вот мелочевочки, они приятные,
и полезные, и плюс оставляют такое доброжелательное отношение, впечатление по отношению к вам. Вот. То есть в наших экскурсиях должна быть какая-то мелочевка, которую мы даем туристу бесплатно, пробник, рекламный лист, линейка, какой-то полезный элемент, для того, чтобы воспоминания приятные сохранились через этот образ у него в голове. Так. Итак, первый пункт мы с вами обсудили. Следующий пункт, первый был гостеприимство, следующий пункт пишем с точки зрения содержания, да, и с точки зрения оценки экскурсии нашей, это соблюдение технологических особенностей тура. Соблюдение технологических особенностей тура. Здесь тоже своя специфика. Какие это особенности? Давайте запишем. Четкое, первое, правила какие? Четкое соответствие предоставляемых услуг оплаченному набору. Четкое соответствие предоставляемых услуг оплаченному набору. Вот человек оплатил за экскурсию, а в рекламном буклете было написано «мастер-класс по изготовлению чего-то». А если этого мастер-класса не было, то значит это уже наш провал. Нужно сделать все, чтобы этот мастер-класс был, даже если мастер заболел. То в этих случаях мы обычно в турах пишем: по независящих от нас причинам возможно замещение этого модуля на другой полноценный, равноценный по информации и содержанию. Мы можем заменить этот мастер-класс каким-то другим, но по объему и значимости такой же он полноценный, как и тот, который выбирали. То есть здесь нам нужно вот так. Вот написано в рекламном модуле такие слова. Вот мы рекламируем наш тур, можно там по Марпасаду прогуляться так-то. И каждое слово, как мы гуляем по Марпасаду, должно быть обеспечено. Вот. Что написали, то и сделали. Вот это вот обязательное правило. Следующее. Целевая адресная направленность туров по содержанию. Целевая адресная направленность туров по содержанию. Это все технология. Что значит целевая адресная направленность туров? Кто целевая аудитория, задаем себе вопрос. Так вот, весь наш тур, независимо, что написано в рекламном буклете, будет еще трансформироваться, переделываться с точки зрения той целевой аудитории, которую вы сопровождаете. Но на эту тему я уже вам говорила. Дети, дети, взрослые, взрослые, пенсионеры, пенсионеры, семейные, семейные. Туристы бывают разные, возрастные, невозрастные. Классификации всех клиентов мы с вами проходить не будем, они есть в книжке, которую я вам рекомендовала, она будет в рассылке, вы ее почитаете. И в зависимости от того, кто к вам приходит, все, что написано в вашем рекламном буклете, нужно модифицировать, трансформировать с точки зрения психологической особенности восприятия той целевой группы, которую вы получаете в форме туристов. Дальше, следующее. Четкое и своевременное предоставление услуги. Хронометраж. Это тоже технология. Четкое и своевременное предоставление услуги. Например, вы говорите, экскурсия идет 2 часа, 2 не более, все, хронометраж. Люди после нашей экскурсии моделируют посещение того, посещение там музея, или бегут на железную дорогу, или еще что-то. Нам обязательно этот хронометраж нужно соблюдать, потому что это успех нашей экскурсии. Вот. А если есть какие-то отклонения, не зависящие, допустим, от ваших обстоятельств, в пробке мы стоим, да, не успеваем на дегустацию, то нужно согласовывать и с туристом, и с организатором, для того, чтобы все были довольны. Вот. Дальше. Следующий критерий вот, в технологических особенностях тура – это анимация обслуживания. Вот просто так посмотрите направо, посмотрите налево, вы видите то-то, то-то, и характеристика – это уже, знаете, экскурсия советских времен. Она никому не нужна, эта экскурсия.
Необходимы анимационные программы, мы их обязательно делаем. Вот в Марпасаде почему они всегда с успехом идут? Потому что анимация. Вот купчиха встретила, а тут еще и накормила, а тут вышла вот императрица, с ними поздоровалась, с ней сфотографироваться можно. Но это же анимационные программы. Они всегда идут на ура, как у взрослых, так и у детей. А иностранцы вообще пищат от счастья от этого дела. Хотя у нас сейчас иностранцев меньше всего, больше российский турист идет. Ну, причем наплывом, да? Но в любом случае, независимо какой турист, анимационные программы всегда хороши. Так вот, как использовать анимационные программы? Давайте 4 критерия напишем. Все-таки, поскольку это требование времени, вот в анимационном обслуживании есть 4 составляющих. Вот здесь мы расшифруем подробнее. Первое – это использование интереса группы. Использование интереса группы. После этого интереса развиваем этот интерес в форме анимации. Например, я говорю про чувашское пиво так взахлеб, что они уже проглатывают это пиво, уже говорят, налейте уже что-нибудь. Вот это и есть анимация. Ну и налили, пьют домашнее пиво, прекрасно, с шартаном все хорошо прошло. Вот это и есть анимация, по сути, да? То есть мы так рассказали, так и подзарядили их интерес, что потом они проглотить его хотят, переварить через желудок. Вот. Следующая анимация, пишем, примеры, такие вот, самые лучшие. Следующее. Оживление экспозиции. Оживление экспозиции. Ну, пример какой? Например, заходим в Кремль в Йошкар-Олу, а там 2 батыра стоят, бьются на мечах, да? Оживление экспозиции, оживление в таких нарядах, один там 16 век, другой 18 век, какие-то там ружья у них, начинают биться, рассказывать про свое оружие, и вот в форме вот такого там интерактива они оживляют период той эпохи. Это вот тоже анимация. Следующая анимация. Включить туристов в действие определенное. Это тоже анимация. Например, гостевой прием в этностиле проводим. Бабушки поют, люди вышли, дегустируют национальный напиток. Это обычный, стандартный, мы уж без этого не встречаем гостей чуваши, да? А дальше-то они начинают танцевать так задорно, что у самих туристов ноги плясать начинают. То есть мы их вовлекаем в действие, и они вместе с бабушками начинают плясать. Или хороводы водить. Это тоже анимация. И еще один момент анимации – это разнообразие развлечений в свободное время от тура. В любом туре нужно предусмотреть какое-то свободное время. Пусть 15 минут, пусть 30 минут, но какое-то свободное время. Но это свободное время надо прописать. Почему? Потому что, знаете, разбредутся, как горох, потом не соберете. А если мы говорим, вот зайдите в сувенирную лавку, в свободное время 30 минут, вот покатайтесь на старинных качелях, в свободное время 30 минут, вот здесь у нас фотозоны, раз, два, три, пофотографируйтесь, а тут вот есть еще наряды, раз, два, три, на все 30 минут, да. Кто куда пошел, зато ты знаешь, в каких направлениях люди разбрелись. Вот это и есть разнообразие развлечений. Пример разнообразия развлечений. Либо вечернее обычное время бывает в турах, свободное время. Куда можно пойти? Вечерняя прогулка, вечерние Чебоксары. Сходить в театр туда. Дети любят очень магазины. Сходите в магазин туда, в Магнит. Уж для них это прям, я не знаю, целое достояние затариться. Да. Но это тоже развлечение, правда? Они зашли, чувствуют себя покупателями. Или зайти в сувениры купили. Это же тоже свободное время, правда? Это все нужно структурировать и приблизительно прописывать, где чего сколько стоит. Пойдете в магазин, там вот, сами закупят. Сувениры от стольки рублей. Зашли в театр, столько-то билет стоит, допустим. Экскурсии вечерние дополнительные хотите, будет столько-то рублей с человека. Ну и все, распределяемся по интересам. Свободное время у нас организованное, а не так, кто куда пошел. Вот это тоже анимация. Все. Итак, мы с вами разобрали второй момент, который называется как? Технология. Так? Технология обслуживания. Следующий момент по содержанию. Пишем третий момент. Здесь уже быстро, 2 словами напишем. Все включено. Все включено в экскурсию. Все включено.
чтобы голова у туриста не болела, где я буду кушать, где я буду спать, куда я пойду, за кем я пойду. Ну, то есть принцип освобождения туристов от организационных вопросов полностью. То есть вот он вам доверился, вы его под белые рученьки к себе, и куда курочка, туда и цыплятки. Вот и все. Вот и полностью он вам доверяет, освобожден от всех неприятных вещей. Если какая-то неприятная вещь всплывает, он быстро подходит к своему организатору, гиду, экскурсоводу, и дальше уже решает все вопросы экскурсовод, либо старший экскурсовод, если идет это целая плеяда туров. Все включено, записали. 4-й момент по содержанию пишем оптимальность обслуживания. Сейчас будем еще анализировать. Пишите. Оптимальность обслуживания. Что туда входит? Давайте напишем. Какие критерии в оптимальность обслуживания входят? Ну, то есть это потребительские свойства наших услуг. Они должны быть оптимальными. А чем измеряется эта оптимальность? Давайте запишем. Соответствие всех видов услуг одному уровню, классу обслуживания в пределах одной группы. Соответствие всех видов услуг одному уровню или классу обслуживания в пределах одной группы. Допустим, если мы кормим туристов, кто-то пожелал ресторанную еду, кто-то пожелал такую-то еду, кто-то сякую. Если это группа, то это единое меню. Нет у нас фешенебельного обслуживания, нет эконом-класса обслуживания. Если эконом-класса, значит все эконом-класса. Если VIP-обслуживание, значит все VIP-обслуживания. Вот что значит класс обслуживания. Либо, если вы идете по одному уровню, индивидуальные туристы идут, допустим, да, вы сопровождаете 2-3 человек всего лишь. Да? Индивидуальные туристы, понятно, и ценник другой, там дороже будет. Но если же он индивидуальный, значит, он особо заинтересованный в вашей тематике. Он будет задавать глубокие вопросы, поэтому и ваша экскурсия должна глубиной взять, чтобы он удовлетворил свой интерес. Дальше. Следующий критерий. Соответствие услуг тематике тура. Соответствие услуг тематике тура. Например, вот ошибка из ваших же туров. Тематика тура – один писатель, а туда закинули все, что не попадя. И фольклор, и национальное там питание, и оно вообще это надо? В рамках исследовательского такого тура, познавательного, биографии, деятельность какого-то конкретного писателя. Ну, в общем, смешали все, что не попадя. Поэтому здесь нужно соответствовать тематике тура. Если вы выбрали эту тематику, то значит все и основные, и дополнительные виды услуг должны бить в десятку, а не так разбросано по темам. Вот. Дальше. Нацеленность на целевую группу, да? Адресная нацеленность на целевую группу, да? Потребителей. Это тоже оптимальность обслуживания. Дети так дети, по-детски говорим, взрослые так взрослые, по-взрослому говорим. Дальше. Заблаговременное согласование всех программ, которые вы делаете. То есть группа перед выездом должна согласовать с вами программу, которая у вас размещена на сайте по литературным экскурсиям. И если какие-то там есть пожелания, добавления, изменения, индивидуальные какие-то запросы, эту программу мы корректируем заранее, а не так в ходе тура чего-то всплывает у нас непонятно чего. То есть мы тур адаптируем на интересы группы заблаговременно, до начала экскурсии. Дальше. Гибкость программы. Но об этом я уже говорила. То есть это возможность замены тех или иных услуг другими равнозначными по содержанию, по стоимости и по широте. Дальше. Рациональное содержание. Рациональное содержание поставим двоеточие и напишем, все-таки акцентируем для себя, в 1 час 3-5 основных туробъектов.
рациональное содержание. Не надо перенасыщать. У людей голова пухнет от этого всего. Вы знаете, когда иностранцев сопровождал, они вообще информацию, это наши, куда бы еще сбегать, куда бы еще сбегать. А иностранцы ведь гулять вышли. Они говорят, вы нам уже так много сказали, можно мы просто походим? Ну, походите, конечно, походите. Они просто хотят, а что, вот, походите, я вам говорю, свободное время структурированное. Я говорю, а что вы хотите во время этого хождения узнать? Мы хотим пообщаться с вашим народом вот здесь на заливе, просто сказать «здрасте» по-французски. Ну, пожалуйста, вот общайтесь. В рамках залива ходите, я поняла, где не ходить будут, потребности услышала, пусть ходят, все. Информационно перенасытили так, что у них уже голова едет от этой информации. Вот. Поэтому рациональное содержание, а это что? В 1 час 3-5 основных туробъектов. А в скобках напишем «вижу, слышу, ощущаю». Да? Ну, есть дополнительные еще. Ну, 1-2 проезжаете. Про них мы буквально 2-3 предложения говорим, не больше. Ну, вот проезжаем такой завод. Буквально 2-3 предложения. Мы же не заходим на него, это же не основной туробъект. Вот. И дальше. Отсутствие тенденциозности – это все оптимальность. Отсутствие тенденциозности и ненавязчивость услуг. Но об этом мы тоже с вами говорили. Так, это что касается содержания. Да? Что касается содержания. Теперь по форме пишем следующий срез, который будем сейчас анализировать. 12 моментов. Но не все моменты работают на экскурсию. Я их просто прочитаю, можете не записывать. А у вас не тур выходного же дня, без ночевки, поэтому у вас экскурсанты. Итак, давайте напишем теперь по форме. Формальная часть делится на 12 принципов. Первый. Что должен содержать экскурсионный маршрут? Первое, что должен содержать, перечень услуг, предоставляемых туристам в определенной последовательности, времени, месте и условиях обслуживания. Перечень услуг, предоставляемых туристам в определенной последовательности, времени, месте и условиях обслуживания. То есть ваша программа должна быть четко хронометрирована по времени. Например, в 9:00 встреча с гидом, да, там на железнодорожном вокзале, где место пишем, да, и условия обслуживания, посадка в автобус, да, посадка в автобус. Все, встретили, там багаж взяли, посадили всех в автобус. Вот вам кусочек нашей экскурсионной программы. Встреча с гидом называется. И так дальше. После этой встречи куда едем, как едем, сколько времени едем, в каком месте мы будем, какие условия предоставления. Все это нужно прописать в программе. Со стальки-то до стальки-то там-то, со стальки-то до стальки-то там-то, вплоть до отъезда. Да? Это перечень услуг. Второе, что мы должны прописать с точки зрения формы экскурсионной. Перечень посещаемых объектов турпоказа. Вот в наших маршрутах, которые сейчас мы будем анализировать их, вот эти моменты есть в некоторых, те, которые победители особенно, они вот прописывают вот это все, молодцы в этом плане. Так, перечень посещаемых объектов турпоказа. Вот все объекты, которые мы будем проезжать, куда мы поедем? Мы поедем на залив, мы поедем в парк Амазонь, мы поедем в парк Победы, мы поедем в сквер Чапаева, мы поедем еще куда-то, мы еще вот это посмотрим. И краткое содержание, что это такое. Чуть-чуть, что мы там посмотрим. 2-3 предложения. Вот это есть перечень посещаемых объектов. Дальше. И вот этот вот перечень вместе с описанием кратким, да, аннотация небольшая этого объекта. Не полный там, развернутый там, как наш текст, да, экскурсионный, а кусочек такой. Самые основные реперные моменты, чем отличается этот момент, этот объект от уникальными своими преимуществами. Дальше. Следующее, это вот второе и третье вместе, то есть перечень и описание. Четвертое. Перечень досуговых мероприятий.
тоже прописываем в экскурсии. Свободное время – это что? Какие досуговые мероприятия? Что входит? Какие услуги? Сколько стоит? Дальше. Ну вот пятый вам, наверное, не будет близок, поскольку это перечень коллективных средств размещения, где размещаются люди. Ну, где спать будем, да? Гостиница 3 звезды, допустим, если вы с детьми работаете, плюс размещаете, то там обязательное требование гостиницы не менее 3 звезд. Для иностранцев тоже есть свои требования, ну, просто это ГОСТы надо знать. Перечень коллективных средств размещения. Дальше. Перечень объектов питания у вас будет, поскольку кормить людей надо, некоторые туры очень долгие. Перечень объектов питания с меню. Некоторые туристы спрашивают, а что будем кушать заранее, до того, как поедут. Меню нужно согласовать с, ну, хотя бы с ответственным группой. Чем будете кормить, чтобы потом вопросов не было. А почему нам это дали, а другому туристу дали, этому не дали. Там соседняя группа по одному формату обслуживается. Все заранее согласовываем по объектам питания. Дальше. Следующее, что должно быть по форме, это документы по транспортному обслуживанию. Документы по транспортному обслуживанию. Заранее на экскурсию документы готовим. Это договор фрахтования, это список экскурсантов с датами рождения, с паспортными данными и свидетельствами о рождении, да? Это приказ о том, что вы гид-экскурсовод, отвечаете за группу. Это список ответственных лиц, если это дети, обязательно утвержденный. Это уведомление ГИБДД за 3 дня до выезда, обязательная вещь, электронная форма. Это перечень опасных моментов на дороге, это программа маршрута, это закрепленные водители и его данные, это еще много. И все эти правила посмотрите на сайте ГИБДД, если вы связаны с детьми. Если обычные туристы, не все документы действуют, но документы нужно иметь с собой в тур, когда вы возите. Даже если на экскурсию по Марпасадскому району везете детей, как мы вот ездили с вами, если вы фрахтуете автобус для детей, то обязательно все эти требования нужно исполнять, потому что это обязательные правила, особенно в отношении безопасности детей. Ну и давайте запишем постановление правительства Российской Федерации, помимо сайта ГИБДД. Мы обратим внимание на постановление правительства Российской Федерации номер 1177 от 17.12.2013 года. Поскольку детей у вас много, вы много работаете с детьми в библиотеках, и литературные вот эти маршруты, они будут, наверное, чаще всего связаны с детьми. И если у вас перевозки, то смотрим вот это постановление, спим с ним, читаем. А постановление называется так. Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами с комментариями. Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами с комментариями. Без проверки ГИБДД автобус не выпускается на маршрут. За 15 минут гид-экскурсовод вместе с ГИБДД и водителем проходит эту проверку. И только потом имеет право вывозить детей на маршрут. Следующее, что должно по форме содержать. Примерная стоимость туристских продуктов. Вот я сейчас чувствую даже вас дистанционно, вы сейчас все это пишете, а сами думаете, о, мне все туры уже переделать заново надо. Правильно? У нас это не написано, этого нету. И все будем переписывать, если вы хотите экскурсионной деятельностью действительно профессионально заниматься. Так, дальше. Примерная стоимость туристских продуктов. Сколько стоит экскурсия? Сколько вообще сопровождение стоит, да? А туда что входит? Пункт питания накормить надо, транспорт заплатить надо, экскурсоводу заплатить надо, еще налоги, банковский процент и много-много калькуляций себестоимости расходов, плюс, может быть, там еще какие-то расходы. Все это нужно вложить в стоимость на одного человека. Вот. Это тоже нужно описать. Следующее по форме что нужно? Описание и примерная стоимость доп. Услуг. Это мы основные услуги посчитали только.
Получилось полторы тысячи на одного человека, чтобы и покушать, и на трансфер, и экскурсия в музей, и экскурсия такая, и за анимационную программу заплатили, и за мастер-класс заплатили, все в себестоимость расходов заходит. Да? Вот. Налоги туда включили, банковские проценты включили, все в себестоимость. Так, описание, примерная стоимость, теперь дополнительные услуги. В театр пошли, будет стоить столько, сувениры будете покупать от стольки-то будет и так далее. Это тоже нужно описать. Вот. Это все по форме. Еще до начала экскурсии по форме у гида-экскурсовода что должно быть? Контрольный текст путевой экскурсии. То есть мы пока едем, нужно что-то говорить. Этот текст должен быть. Его можно читать, не обязательно зубрить на зубок. Но когда вы 150-й раз проводите экскурсию, там уже и можно не смотреть, он уже само выходит, все. Но по первости будете читать, если вы первый раз ведете с листа. Это позволительно. Вот к этому контрольному тексту путевой экскурсии добавляется еще у нас визуализация, это портфель экскурсовода. Да? Это все в 10 пункте у нас. Портфель экскурсовода, мои дорогие, не заменяет голос экскурсовода. Некоторые вот как слайды раздают и все. Ну ты что-то скажи по этим слайдам сначала. А слайды – это только дополнительная возможность углубиться в то, что ты говоришь. Это дополнительный информационный комплект материалов. Фотографии, географические карты, схемы какие-то, картины, репродукции. Ну, они могут быть разные, эти картинки. Для каждого маршрута есть стандарт не менее 20 вот таких картинок. Пока едете в автобусе, не менее 20, есть такой вот стандарт качества в рамках доп. Информации, портфель, насыщенности портфеля экскурсовода. У вас должны быть дежурные вот эти вот картинки не менее 20. Причем эти картинки тоже нужно обыгрывать. Вы не просто пустили по автобусу эту картинку, вы еще прокомментировали обязательно ее, иначе вообще картинку не стоит использовать. Или, допустим, показываете герб Чувашской республики, герб там, я не знаю, Марпасадского района. Вот мы едем сейчас по Марпасадскому району, так расшифруйте этот герб, где чего как находится, какой цвет что означает, и почему Марпасадский район именно этим гербом характеризуется. Да? Ну, то есть нужно не просто показывать, но и рассказывать. В портфеле экскурсовода каждая картинка из 20 должна сопровождаться текстом. Это вот что для экскурсовода. И следующее – это технологическая карта, то, что вы делали. Краткое описание, тема экскурсии, ну и так далее, продолжительность, протяженность, содержание, ну и различные перечни услуг. Технологическая карта, ну как паспорт этого маршрута. И последний момент по форме. Что может быть? Это раздатка. Раздатка. Вот марпасадцы молодцы в этом плане. Мы как сели в автобус, нам раздали вот эту раздатку этого маршрута, выдали вот эту вот, ну пусть сами распечатали, ладно, хоть такая есть, уже хорошо. Вот. Но мы ее читаем, раздатка, она... Раздатка. Раздатка, если вы раздаете, она тоже должна работать. К ней нужно обращаться. Нужно что-то оттуда, какую-то информацию обыгрывать в ходе экскурсионной работы вот нашей с туристами. А если мы просто раздали и забыли, ну просто выбросили. Это вот, как знаете, продают вот эти, не продают, раздают эти флаеры около магазинов, балкон, окна ремонтируем, там все что ли. Вот это проходит только так. Вы зря в мусорное ведро деньги вложили, размножали и ничего с этой раздаткой не сделали. Вот эту раздатку нужно обыгрывать. Допустим, были там-то, в раздатке что-то какой-то, может быть, какой-то элемент написали. Были там-то, еще какой-то элемент написали. Почему называется тропа притяжения? Я уже перехожу к практической части. Почему называется тропа притяжения? А может быть, это притяжение слова, мы в ходе раздатки были там, тут ПР, тут тяжение. В итоге, Марпасадский район этим притягивает. Какими фамилиями притягивает Марпасадский район? Ну и так далее. Все. Это по форме. Все. Теперь переходим к анализу наших, к практической части, к анализу наших материалов. Мы взяли за основу сейчас, вот время сколько? В 12 вас отпустить надо ведь уже, да? Кушать надо. Да, война войной, обед по расписанию. Так, давайте.
Ну, поскольку некоторые маршруты тяжело оценить, поскольку сама я там не была. Я вообще не любитель как бы оценивать паспорт маршрута, когда я сама пешком не проходила. Вот. И это вот в отношении маршрута музей Михаила Сеспеля. Вот приложение 1, которое вам в рассылке пришло, я даже оценить не могу. Здесь нужно, наверное, Антонину Васильевну заслушать, Андрееву, чтобы она как-то вот прокомментировала этот маршрут, потому что, ну, оценки, ну, не знаю, дом номер такой-то, дом номер такой-то, сплошные дома, фото, что за этим домом, как оценить, как сказать, содержание, как оценить форму по 12 пунктам и содержание по 4 пунктам, совершенно не представляю себе возможности, поэтому паспорт маршрута без текста экскурсии тяжело вообще воспринимается. Вот. Поэтому мы Сеспель сразу откладываем пока. Если нас слушает Антонина Васильевна, вы здесь, то мы готовы, в принципе, выслушать вас. Вы немножечко расскажете о своем маршруте поглубже, не просто на уровне паспорта, и тогда мы сможем тогда проанализировать. Давайте так проговорим. Следующий маршрут, который у нас есть, это... Так, давайте мы посмотрим. Айги мы давайте на последнее оставим. У нас представитель этого маршрута есть прямо рядышком. Давайте мы все-таки перейдем к тому маршруту, по которому мы сами с вами прокатились. Город Мариинский Посад, тропа притяжения. Ну, давайте вот начнем с содержательных 4 компонентов. У нас с вами первое – это что? Впечатление, цель. Мы создаем впечатление, так ведь? Это в голове мы держим. Мы должны сейчас понимать, какое впечатление должен создать нас вот этот литературный экскурсионный маршрут в голове каждого экскурсанта. Это вот первое. У нас есть тут марпасадцы? Они могут нам что-то сказать, нет? По телефону. Они наверняка есть, потому что маршрут хороший, но, вы знаете, все-таки вы библиотекари, вот пока мы смотрим технические возможности, есть ли возможность связаться с марпасадом напрямую, чтобы все слышали, как мы разговариваем. Давайте мы все-таки понимать следующую установку. Вы не экскурсоводы. Вот этому маршруту я поставила 4, честно говоря, не 5. Но поскольку у нас членов жюри было много, а из туристов одна я поставила 4. Почему 4, я тоже объясню. Остальные все 5 поставили, поэтому у нас маршрут стал первым. Хотя я хочу вам сказать, ни один маршрут не подходит под идеальное соответствие с точки зрения содержания и формы. Все надо переделывать. Почему? Потому что вы библиотекари, вы не экскурсоводы, вы не проходили спецобучение, вы не практиковали так, как практикуем мы. Поэтому от вас требовать я не имею права ничего. Низкий поклон, что хоть это вы сделали. Вот, уже хорошо. Раскопали то, что мы, экскурсоводы, не в состоянии раскопать. А у вас есть большой кладезь, библиотека, история своего района, чем вы и пользуетесь. Но в любом случае, потихонечку, шлифуя алмаз, мы все-таки заблестим. Давайте вот так вот сделаем установочку, и шлифовать мы все равно будем. Обижаться на меня не надо, я просто буду говорить свое видение тогда. Есть возможность связаться, да? Аудио. Они только чат могут сказать? Ну, давайте тогда. Одностороннее общение, конечно, это не общение. Да. Ну, позвонить, а как тут это? Ну, да. Ну, давайте в следующий раз в зуме собираться, что ли. Хоть лица ваши видите. Да, реакции. Так, ну ладно, как есть, поскольку время уже обед доходит, давайте мы с вами пройдемся. Итак, давайте вместе подумаем. Вот здесь вот тогда этим кругом, какой у нас сейчас здесь вот есть, мы собрались, у нас вот тут 6 человек, я 7-я, 7 человек, давайте мы проанализируем маршрут, мы знаем этот все маршрут, правильно? Тропа притяжения. Итак, первый критерий по содержанию – гостеприимство. С точки зрения гостеприимства, давайте обсудим. Давайте посмотрим, что входит в гостеприимство. Вы написали сейчас диктант этот, что такое гостеприимство. И вот то, что у нас в тропе притяжения есть с точки зрения гостеприимства, все ли в порядке? Какие есть пожелания? Сейчас мы возьмем гостеприимство. Вот оно. Так, быстренько прочитали, что такое гостеприимство. Угу. Что можно добавить? Давайте сразу. Так, давайте. Ну, по всем пунктам вообще они
выполняется. И качественная информация, как Так. региональной и возможности отдыха, и создание положительного образа, Да. и нескрываемое стремление оказать знаки внимания. Это все было. Конечно, все Внимательное было. отношение Да. тоже было. Да. Забота об облегчении тоже было. Да, все было, молодцы. Но не было чего? Чего не было там? Мгм. С точки зрения гостеприимства, что они нам дали? Они нам дали даже маршрут, правильно? Рекламный Да-да-да-да-да, листочек, был буклет. буклет. И это даже предусмотрели, хотя мы в предыдущей лекции об этом не говорили, но они большие молодцы, потому что у них есть опыт встречи гостей. Марпасад такой активный в рамках туризма. Они знают, как работать с народом надо. Что там единственное было? Даже рекламный буклет они приложили, как, по какому маршруту, с какими характеристиками, с какими фамилиями мы встретимся, все это было. Но этот рекламный буклет, он чего? Не работал. Они нам просто его дали и все, и забыли. А что с ним делать? Мы положили в сумку, и мы им не работали. А если бы они еще обыграли этот рекламный буклет, и где-то чего-то там, какие-то элементы. А вот здесь найдите самую основную мысль, там, вот в этом абзаце этого буклета, например. То есть вовлеченности в этот буклет не было. Так. Угу. Остальное с точки зрения гостеприимства все есть, правда? Да. Дальше, следующий критерий у нас что? Технологии обслуживания. Вспоминаем этот маршрут. По технологии обслуживания у нас там есть провалы. Какие? Дороги не было. Дорога ненормальная, так? Угу. Да, то есть нам дорога до Бичурина, она с точки зрения ГОСТов, она не подлежит рассмотрению. То есть мы Бичурина практически можем выключить. Либо летний период, но мы летом не ездили, да, поскольку у них сезонный же этот тур, они так и написали, что это сезонный, но не написали когда. Написано по времени проведения сезонный, а в какой сезон не написано. Правильно? Вид маршрута тоже написали, комбинированный. А что с чем комбинироваться, тоже не написали. Например, автобусно-пешеходная, правда, экскурсия или еще что-то. Хронометраж тоже прописали. Ну, то есть надо дорабатывать, правда? Согласитесь? Надо дорабатывать. Теперь, с точки зрения технологий дальше смотрим. Анимация была? Была. Помните про канаш, как мы стихи читали? До слез ведь? Да. Да, мы когда говорили о канаше, у нас была викторина, мы читали стихи, прекрасно, анимация была. Только ансамбля не было, который они заявили, и еще что-то не было. Коллектив Кунь-Кюнер и театрализованные миниатюры. Нет, театрализованная миниатюра была в Марпасаде. Вот, ну, коллектив Кунер что-то я не видела, хотя в маршруте прописано. В ландшафтном парке еще не было этих иероглифов, да? Мастер-класса тоже не было. Ну, то есть тенденции на анимацию есть, но не в полном объеме мы это получили, как написано в туре. А мы обязаны что делать? Предоставить в полном объеме. Либо заменить по объему содержанием, если нет такой возможности, полноценным модулем, который на сегодняшний день отсутствует. Вот. Дальше. Так, оценили технологию. Ну, адресная направленность целевая. Угу. Теперь следующее. Все включено у нас в тур? Следующий критерий. Все включено. Да, так ведь? Согласитесь, коллеги? Транспорт есть, накормили, напоили, даже 2 раза покормили, вот, и обслужили. Все нормально. В тур все включено. Мы не занимались мучением, куда сходить в туалет, где покушать. За нас все подумали, предусмотрели и вовремя нам подали. Этот критерий безупречно сработал в этом туре. Да. Следующее. Оптимальность обслуживания. Работает? Давайте посчитаем. 3 часа мы с вами, экскурсия рассчитана на 3 часа. Да? Время проведения мероприятия 3 часа. Написано, за 3 часа мы должны увидеть, сколько объектов основных, давайте посчитаем по нормам. Ну, 3 хотя бы, да? 9 объектов. Давайте посмотрим, какие объекты они нам прописали. В основной части они описаны. Смотрим. Николаев раз. Были. Канаш 2. Бичурина 3. Дальше. Леший Федоров 4, но его не было. Марпасад 5. Да? Дальше. Центральная библиотека 6. Национальной кухни не было, да? Там какая-то кухня другая была. Так, что еще они тут прописали? Угу. Ну, в принципе, можно было добавить еще объектов. В принципе, можно и добавить. Вот.
То есть мы на 1 час 3 объекта, в принципе, 6 объектов, еще 3 объекта можно было спокойно добавить. И было бы интереснее, разноплановее, да, и углубленнее тур. Дальше. Так, дальше поехали. Теперь смотрим форму. У нас 12 пунктов. Ну, то, что контрольный текст экскурсии у них есть, это вопросов нет. Технологическую карту они сделали, мы эти не смотрим моменты. Да? То, что раздатку подготовили, мы это уже поняли. Теперь давайте смотрим. Перечень услуг есть? Есть. Перечень объектов есть? Есть. Описание этих объектов есть? Краткая аннотация. Есть, молодцы. Перечень досуговых мероприятий в свободное время какое-то было? Не было. Правильно? Дай бог домой добраться, потому что очень большой тур, может, что-то надо сократить и какой-то объект дополнительный добавить на другой территории, а не в Бичурино с плохой дорогой. Перечень, хотя цель-то у нас Бичурин, правильно? Называется, вообще очень интересный тур, называется «Тропа притяжения», то есть все-таки название – это цель экскурсии, надо понимать, правда? Тропа притяжения, что притягивает, интересно, да? Что притягивает в Марпасадском районе? А дальше в водной части пишут «Открой для себя Бичурин». То есть у нас, в принципе, 2 названия у этого экскурсии. «Открой для себя Бичурина» и… Причем мы его открыть не смогли, потому что там еле добрались. Но тропу притяжения мы почувствовали, потому что у нас был и Канаш, у нас там, если еще что-то добавить, там Марпасад. То есть у нас, в принципе, это даже не Бичурин. Бичурин – это вот по тому, что нам продемонстрировал Мариинский посад, основная тема все-таки не Бичурин получилась. Основная тема получилась, ну, что-то типа литературный портрет, да, Марпасадского района. Что-то в таком стиле, да, но не Бичурин. Бичурин – составная часть литературного портрета. Поэтому название «Тропа притяжения», она хороша, но это, я так думаю, от Николаева, да, «Тропа притяжения». Это вот цитата ведь какая-то, я правильно говорю? Тут многоточие и в скобках. Это значит слова чьи-то. Это Николаев? Нет? Это чьи-то слова из тех, да, писателей, которых мы объезжали. Вот. Звучит, но что притягивается? Притягиваются конкретные люди с конкретными своими биографиями на конкретных землях, где мы путешествовали. Вот. Поэтому здесь Бичурин, наверное, это как составная часть будет. Хотя вроде как Бичурин. Хотели выстрелить Бичурином, но в итоге слезу мою прошибло на Канаше. Не на Бичурине. Впечатление осталось от Канаша. Я потом начала его читать. Так вот не обращала внимания, а после экскурсии, знаете, проняло. Вот. Поэтому как-то нужно доработать с точки зрения цели, названия экскурсии, ну и описания водной части. Дальше смотрим. Ну, объекты питания мы поняли, да, тоже были. Транспортное обслуживание тоже тут Национальная библиотека заказывала. Все. Ну, в принципе, по форме тоже чуть-чуть там с какими-то там огрехами, точно так же чуть-чуть огрехи и по содержанию, чуть-чуть огрехи по форме, но в целом тропа притяжения заняла первое место не случайно. Вот вы чувствуете, да, хотя даже и первое место нам нужно чуть-чуть там добавить, корректировать с точки зрения безопасности туристов, вот, и безопасности транспортных перевозок. Вот, это Мариинский посад. Дальше смотрим. Геннадий Айги. Давайте. Еще один. Сеспеля мы анализировать не будем, поскольку все-таки нам нужна Антонина Васильевна. Да? Тут по просто перечню домов, где мы там ходим, ничего невозможно сказать. Возможно, это хороший вариант. Но, честно говоря, я тексты экскурсии даже не помню, потому что так много было этих туров, у меня уже такая каша в голове, дай бог эти вспомнить. Так, теперь один день с Геннадием Айги я поставила 5. Некоторые поставили 4, но я поставила 5 и настояла, что нужно этот маршрут выставить на показ. Хотя наши сотрудники Национальной библиотеки, честно говоря, очень скромные дамы, они говорят, ну, надо предоставить возможность районам. Я говорю, ну, вы знаете, и районы, и вы в этом плане на равных вот, выступаете, потому что здесь
неопознанный объект, в котором вы еще не варились. И все как глаза открыли, что такое экскурсия, да? Что национальная библиотека, что районные библиотекари. Тут вы практически с нуля все стартуете. Поэтому здесь не нужно такой градации. Вот районный так, тут центральный, давайте так. Поэтому один день с Геннадием Айги. Почему выставил? Потому что четко по теме. Один день с Геннадием Айги. Все, название экскурсии за себя говорит. Цель уже в названии. Дальше. Ну, понятно, что это автобусно-пешеходный. Здесь несколько объектов. Давайте пройдемся по содержательной части. Гостеприимство, конечно, мы здесь в полном объеме не сможем оценить, поскольку мы на этом маршруте не были. Мы ездили только по Мариинскому посаду. Но какие-то элементы гостеприимства мы все равно с вами сможем оценить. Давайте посмотрим, какие. Мы же изначально должны... Ой, что-то свалилось. Мы же изначально должны это гостеприимство моделировать в туре заблаговременно до выезда на маршрут. Так вот, давайте смотрим. Гостеприимство. Качественная информация есть? Есть. Судя по тексту экскурсии, глубокая качественная информация есть. Это уже, как сказать, широта, глубина информации, это уже гостеприимство. Понимаете, вы уважаете слух своего экскурсанта и подготовились глубоко и серьезно. Вот, это тоже гостеприимство считается. Положительный образ этого поэта и Чувашской республики через текст экскурсии, который они предоставили, у меня сложился. Правильно? Ну надо же, Чувашская земля таких гениальных людей родила. Правильно? Вот такое впечатление есть? Вы читали же все это, правильно? Я тоже читала. Это есть, согласитесь, коллеги? Есть. Дальше. Ну, в рамках обслуживания мы ничего не можем сказать по гостеприимству, но по подготовке, да, по нацеленности уже, в принципе, элементы гостеприимства есть. Дальше. Следующее у нас с вами технология. Да? Технологии мы тоже как бы сейчас в полном объеме оценить не можем, но мы уже знаем, что четкое и своевременное предоставление услуг и четкий хронометраж, судя по тому, что тут нам предоставили вплоть поминутно 65 500 минут расписанные, это уже тоже уважение к клиенту, это тоже технологии. То есть технологические вещи до начала маршрута уже предусмотрены. Так, теперь целевая направленность. Ну, здесь мы не знаем, с кем мы имеем. Да? Но на все случаи жизни этот паспорт маршрута готов. И для глубоких специалистов, изучающих творчество Геннадия Айги, да? И для тех, кто просто знакомится. Просто интересно, кто такой Геннадий Айги? Я о нем слышал, но до конца не знаю глубоко. То есть, в принципе, по содержанию знакомые и незнакомые здесь, ну, судя по тому, что описано в экскурсионном маршруте, они готовы, вооружились до зубов на любого притязательного клиента. Дальше. Ну, анимация, с точки зрения анимации, здесь тоже все предусмотрено изначально. Мы стихи читаем, правда, там? Еще какие там? Ну, давайте там, вспоминайте, что? Там только стихи. в основном, Нет, как бы, почему? ну, Фотосессия, столб, Айги, Юба, анимация тоже, да? Мы едем, столб, да, фотосессия, стена, Айги, анимация, правильно? Это все анимация. То есть в каждом модуле есть элемент анимации, маленький кусочек анимации. Это тоже очень хорошо. То есть мы и видим, мы и слышим, мы и ощущаем через вот эту анимацию. Тоже это с точки зрения технологий предусмотрено. Дальше. Мы с вами смотрим, все включено. Ну, наверняка вот здесь написано автобусно-пешеходный. Значит, мы уже включили автобусное сопровождение. Да, мы не думаем, на чем мы поедем, за нас уже подумали. Пешеходный, значит, гид-экскурсовод будет сопровождать. Единственное, что я здесь не поняла, кушаем мы, нет? Вообще мы где-нибудь кушаем? Да. Там есть кафе. да, в кафе Там есть Чувашия. кафе Чувашия на территории, да. Ну вот здесь вот не прописано, да? Просто не прописано, но в принципе... в техплане был, но техплан нам не рассылали. Да, хорошо. И питание. То есть все включено, работает? Работает. И четвертый критерий у нас с вами – это оптимальность обслуживания. Вот, с точки зрения оптимальности обслуживания у нас с вами тут тоже рассмотрено все, поскольку продолжительность маршрута 4 часа, протяженность не такая
большая, 65,5 километров за 4 часа нормально. То есть это, в принципе, можно преодолеть без всякого, как сказать, мучения. 4 часа едем с Алатыря до Чебоксара. Ну, по-другому никак. Это мучение для детей, но это мучение надо преодолеть. Но для того, чтобы это мучение не такое сильное было, мы обычно используем такие фишки по дороге, чтобы вот эти фишки потом, как приятные воспоминания, до Чебоксара аккурат доехали за 4 часа, эти фишки крутятся в голове. Вот. Надо как-то компенсировать вот это мучение 4 часа с Алатыря до Чебоксара. Но здесь этого мучения нет, то есть, в принципе, вот с точки зрения оптимальности тоже маршрут грамотный. Мы здесь в Национальной библиотеке побывали в зале Айги. Мы спокойно по ходу движения заехали в новом микрорайоне к стене. Там почитали стихи, сфотографировались. Мы спокойно переехали через ГЭС. Опять же, переходные моменты, они не тягостные. Переезд от пункта до пункта по маршруту не тягостные. Доехали до парка Сувар. Ну и все, нормально. С точки зрения оптимальности тоже все предусмотрено. Теперь по форме давайте. Перечень услуг есть? Есть. Так? Есть. Краткое описание маршрута, схема маршрута, все это есть. Да. Подробное описание маршрута, что такое зал Айги, что такое арт-объект стена Айги, что такое этнопарк Сувар, что мы там увидим с краткими описаниями, все это есть аннотации. Теперь, коллективные средства размещения нам не нужны, объекты питания прописаны, транспортное обслуживание предусмотрено. Ну и турпродукты. Единственное, чего здесь нет, хочется что-то про Айги с собой забрать. Вопрос, что забрать? Что-то буклетик, сувенирчик, я не знаю, картина какая-то, закладка какая-то с какой-то знаковым портретом или с каким-то высказыванием Геннадия Айги или каким-то таким программным стихотворением, там, я не знаю, или каким-то литературным. Ну, что-то хочется с собой забрать. Почему забрать? Потому что, во-первых, обычно, когда мы в обзорной экскурсии используем, мы всегда, ЧОС, у туриста существует ЧОС. Хочется какой-то сувенир от этой территории забрать с собой, как приятные воспоминания. Я домой приеду, у меня на холодильнике, у нас уже сплошные приятные воспоминания же на холодильнике у всех, правда? Тут магнитик от этого города, здесь магнитик от того. Ну, пусть он 50 рублей стоит, я все равно его возьму, потому что я там был. Да, и вот про каждый маршрут хочется что-то с собой забрать. А если мы сувенирку про Айги не в состоянии сделать, это понятно сделать, что мы не в состоянии, но хоть что-то раздать, линеечку, календарик с Айги, я не знаю, что-то такое, которое бы всегда напоминало об этом приятном воспоминании на этом маршруте, об этом впечатлении. Не валялось бы. Плюс еще какая-то практическая значимость. Обычно детям мы делаем линейки, практическая значимость, закладки. Да, тоже хорошо. Для детей не выбросят, закладка работает, правда? А так просто рекламный флаер дать, и его сразу выбросят. Правда, ни у кого же в сумке не сохранилось от марпасада рекламного флаера. Согласитесь? Где он? Я сегодня с утра усиленно искала, не могла, говорю, выбросить, найти не могу. Где невозможно, не нашла. Вот. А поэтому, когда раздаете, оно должно иметь практическую значимость, что-то такое с практической значимостью. Вот единственное пожелание к этому маршруту, это только вот это, с точки зрения технологии. Но с точки зрения сезонности этот маршрут будет трансформироваться. Зимой будет работать только зал Айги, согласитесь? Мы на эту стену не поедем, мы туда в парк Сувар в снега не прыгнем, так ведь? Он просто закрыт. На стену можем поехать, да, если транспортное туда сфотографироваться. В Сувар мы не поедем, там в сугробах будем нырять, да. Да, и мы не пойдем на выставку Айги в Серебряной кладовой. Там есть еще один у нас объект. Выставка закончилась, Айги-то уже все экспозиции уже сняты с выставкой. Мы эту выставку использовать не можем уже. Все. Это была разовая акция, когда мы могли прописать. У нас 4 зоны, все эти 4 объекта, они хорошо ложились на тот момент, когда этот экскурсионный маршрут прописывался. То есть это октябрь, сентябрь, это осень. Но в настоящее время выставка уже нет, минус, у нас остается 3 объекта, куда мы едем. И то один объект не зимнего посещения. А так в течение, то есть он будет такой варьирующийся, модули будут. Но если мы туда не едем, нужно задать себе вопрос, что тогда, чем мы можем заменить, если мы в состоянии заменить. А может быть, пусть будет сокращенная экскурсия и удлиненный формат экскурсии, пожалуйста. То есть и так, почему бы и нет. Но как минимум на 1,5 часа, допустим, здесь и плюс на стену туда сходить,
час-полтора, да, 1,5 часа. Для школьной группы в формате живого урока с посещением, не просто сидишь на уроке литературы там, да, и изучаешь там творчество этого деятеля, но прийти в форме живого урока сюда, в Национальную библиотеку, и грамотный гид-экскурсовод, который в полном объеме знает творчество Айги, расскажет, покажет и фотографии, и аудио, и там же аудиогид у вас работает. Вот. И плюс еще на стену съездит. Это будет как практическое освоение того, что вы услышали сейчас в стенах Национальной библиотеки. Мы пошли туда, устроили конкурс, сфотографировались всем классом. Это будет прекрасный живой урок на 2 часа, 1,5 часа. Вот. Тоже можно, да. Музей в Батырево с Айги. Там же есть про него тоже Да. что-то? Не очень там, да? Далеко. У нас был такой большой тур тоже с Шаймурзиным, то есть, Да. ну, это уже не один день. это прям Включите микрофон. онлайн подсоединение можно с музеем Айги и с Шаймурзина. Да, там в школе Шаймурзина его музей. Замените, например, стол. Или когда-нибудь проспект Айги станет каким-то таким местом, может, памятник там появится. Может, что-то и памятник появится, да. А все возможно, и появится, 90 да. лет в следующем году. Да. Айги. Ну, в общем, к нашему маршруту, как бусы, можно нацепить еще дополнительные возможности. Да, но эти возможности сначала нужно самим пройти на своей шкуре для того, чтобы, ну, провести небольшую инспекцию. А инспекцию, мои дорогие, мы сейчас с вами будем уже проводить с точки зрения, как бы мы уже осмысленно, осознанно будем сейчас это делать с вами. С точки зрения содержания 4 момента мы сейчас с вами освоили, да? И с точки зрения формы 12 моментов. Не все, правда, будут работать, поскольку у нас средств там размещения нет. Но в любом случае эти моменты надо держать в голове еще на этапе моделирования экскурсии, чтобы все эти пункты работали. Вот. И только тогда мы будем иметь успешную экскурсию. Ну и в конце нашего как бы такого онлайн-семинара и офлайн-семинара, кто здесь, кто там, я хочу вам прочитать профессиональную этику работников туристского бизнеса. Давайте прочитаю. Состоит из 7 слов. Можете записать. Всего 7 слов запомнить можно, правда? Вот в этих 7 словах вся наша этика. Так, первое. Ну, 7 слов запишем, давайте, наконец, под конец нашей встречи. 7 основных принципов этики делового общения у нас. Это пунктуальность. Вот это самое важное. Пунктуальность. У нас гид-экскурсовод, опаздывающий на экскурсию, будет пользоваться доверием и уважением? Конечно же, нет. Экскурсовод должен приходить на экскурсию как минимум за 10-15 минут. Вот в 8 часов вы уезжаете, в 7:45 он как штык на месте должен быть. Но это, как говорится, это эффект хорошего руководителя. Хороший руководитель никогда не опаздывает, он за 15 минут всегда на месте. Вот здесь то же самое. Вы же руководитель команды, группы, автобусов. Мало ли какие накладки могут получиться, вы уже должны заблаговременно почувствовать, где чего, и быстренько разрулить ситуацию. Так, пунктуальность. Следующее слово записываем в нашей профессиональной этике – это конфиденциальность. Конфиденциальность, мои дорогие. Что это такое? Ну, в общем, рот нужно скотчем заклеить на какие-то темы, правда? А какие-то темы? Коммерческая тайна предприятия, какой доход, сколько туристов, ну какая вот это все мы не говорим. Есть закон о коммерческой тайне, вот. Что сказал директор об этой группе? Ничего не, это же ничего не говорим этого, правда? Теперь, это с точки зрения коммерческой информации от фирмы, которая сопровождает, да? Ну, то есть, как вы, да, библиотекари. И еще есть коммерческая информация, не коммерческая, а персональные данные туристов. Тоже никому ничего не говорит, кто когда родился, кому сколько лет, где он, откуда. Если он сам говорит, пожалуйста, но гид-экскурсовод ничего не рассказывает о жизни своих экскурсантов. Тем более об отзывах ничего не говорит. Вот вы сказали, а Вася сказал так, да какая разница, что он сказал, но имеет право на оценку. Работай качественно, Вася скажет хорошо. Будешь работать некачественно, Вася скажет плохо. Все зависит от тебя. Ты хозяйка этой группы. То есть конфиденциальность. И в отношении лиц, и в отношении юрлиц, и физлиц, и юрлиц. Дальше. Третье слово – настроенность на клиента.
Это очень ценные качества для специалиста туриндустрии. Умение понять человека, проникнуться его интересами, проблемами, попытаться вместе с ним найти какой-то оптимальный вариант решения. То есть нужно настроиться на клиента. А мы когда настраиваемся на клиента, когда мы их получили? Нет. Мы еще заблаговременно говорим, так, в пятницу у меня кто? 7 класс, Лысково приедет, все понятно. А что они там, как они? Ага, еще где будут? То есть полностью настраиваемся на клиента. Это какие дети, подростки? Психологические особенности подростков какие? Такие. Как нужно экскурсию вести? Так нужно экскурсию. Они тебя слушать иначе вообще не будут. Нужно обязательно и анимационные вещи, какие-то риторические вопросы, ответы, викторину или еще что-то. То есть сразу же настраиваемся на клиента. Это третье было. Четвертое. Любезность, доброжелательность и приветливость. Эти слова уж я не буду комментировать. Не повышаем голос, ведем себя адекватно, не кричим, не раздражаемся, не говорим, я и так без вас тут занята. Знаете, каких только, этих не услышишь экскурсоводов, такую иной раз речь выдает, что вообще. Сиди, я сказала, туда в автобусе. Особенно в отношении детей. Видимо, со своими детьми так общаются, так и с чужими общаются. Я не знаю, как вообще оправдать такое поведение экскурсовода. Поэтому любезность, доброжелательность, приветствие и приветливость. Чужих детей нет. Все дети наши любимые. И экскурсанты тоже. С детьми, конечно, я понимаю, сложнее всего работать. Но извините, если вы насобачитесь на детях, я вам хочу сказать, то любой экскурсант вам по плечу. Потому что ребенок не будет вас слушать, если ему не интересно. Взрослый выдержит ваш нудный голос ради своего приличия, и этикет. Он говорит, Господи, еще 5 минут потерпеть, закончит наконец. А ребенок, все, он уже убежал туда, отвлекся, начал орать, разговаривать, анекдоты начал травить. Если вы будете вести экскурсии для детей, и они будут смотреть вам, как мамкам, в рот, то вам любой экскурсант по плечу. Так, поэтому желаю вам детей побольше, чтобы быстрее вы совершенствовались. Итак, любезность, доброжелательность. Следующее, 5. Внимание к сотрудникам. Внимание к сотрудникам. Прислушиваться к критике, к советам коллег, к руководителю. Водитель что говорит? Иной раз даже одернуть водителя надо, потому что водитель говорит громче, чем гид-экскурсовод. Аккуратно, тактично ставить на место. Следующее, 6. В нашей этике – это внешний облик. Облик делового человека. Одежда делового стиля. Не хвост здесь и джинсы рваные тут на ногах. Обычный офисный деловой стиль, не вычурный, не с красными какими-нибудь, я не знаю. Либо национальные накидушечки. У нас наши турфирмы при встрече теплоходов используют эти наши национальные кидушечки, независимо в чем там гид-экскурсовод, они все в едином формате. Во-первых, его видно, слышно, плюс национальный колорит, все создает благоприятные отношения, поэтому все эти накидушечки одеваем. А так, если без накидушечек, то деловой стиль. Здесь бейджик, что вы гид-экскурсовод, а то непонятно, кто это, хотя бы, да. И желательно, если много групп вы сопровождаете, флажочек такой небольшой. Есть такие указки, вытянутые на флажочке. И флажочек, куда движется флажочек, туда и гид, потому что вас не видно. За флажком приятнее наблюдать, нежели высматривать, где же гид. А если флажка нет, некоторые гиды-экскурсоводы даже зонтик свой используют. Так зонтик подняли, и все, идут. Да, видно зонтик, за зонтиком идем. В общем, я не буду говорить, какой пиджак, какие колготки, что такое маникюр, макияж, тут все прописано. Прочитайте, посмотрите. То есть и прическа, тут шиньоны всякие, ничего это не нужно, высокие прически, много. Обычный французский маникюр, чистенькие беленькие ногти, без всяких накладных этих вещей. А то наши туристы будут только на ваши ногти смотреть, а не на то, что вы говорите. Все в таком стиле. Поэтому деловой, аккуратный, неброский стиль. И 7. Грамотность, мои дорогие. Это наш профессиональный этикет. Грамотность речи, грамотность текста. Вы знаете, когда переписываешься с экскурсантами, ведь они так грамотно пишут, понимаете, синтаксических, орфографических, никаких пунктуационных ошибок вообще нет. Они очень хорошо пишут. А если вы в ответ на их реакцию в переписке в мессенджерах пишете так, что караул,
здравствуй, русский язык, не знаю, с какого конца начать. Ну, это какое отношение вообще может быть к республике? Понимаете, не только гиду-экскурсовод, значит, гид-экскурсовод в Чувашской республике не знает, что такое, там, я не знаю, где какую запятую поставить, двоеточие поставить, и вообще, как обращаться, и орфографические ошибки допускает. Это же ужас в письменной речи. А в устной речи, я уже с вами говорила, тоже. Слова паразиты, всякие, все убрать, репетируйте песню дома. У туриста нет во время экскурсии, проведения экскурсии, нет как бы скидки на то, что вы чего-то там не доучили. И какие-то психологические внутренние барьеры имеете перед ними. Расслабьтесь, мои дорогие, получите удовольствие с общением с экскурсантами. Считайте их своими родными людьми, своими детьми, своими родственниками, которые к вам пришли в квартиру домой. Вы им чай нальете, их выслушаете, похихикаете. Будьте простым человеком, а не экскурсоводом с большим багажом знаний. Просто будьте человеком, и тогда успех вам точно светит. Ну все, на этом закончим экскурсию, семинар. Профессиональная деформация, видите как?